будет в этой логике? То есть вы прогнозируете, что войны не будет, Китай будет погружаться из-за рецессии, из-за того, что по периферии его будут обкладывать вот как бы вот такими управляемыми конфликтами в проблемы. Си Цзиньпинь что? Он потеряет власть в этой логике, не потеряет власть? Смотрите, если мы внимательно изучим внутреннюю структуру управления китайского государства, мы сделаем вывод, что Си Цзиньпинь всесильный и имеет большие возможности управления государством. Он ведет внутриклановую борьбу в китайском сообществе. Я поправлю вашего предыдущего гостя, не 5 кланов, а 4 клана. Опять условно возвращаюсь к цифре 4. Оно имеет ключевое значение в мировой политике и в квантовой, в квантовом вычислении мировых процессов. Си Цзиньпинь давно отстранен от власти приблизительно 6 месяцев назад. Он не управляет страной, за это страной управляет коллегиальное сообщество. И именно коллегиальное сообщество создает условия, когда сейчас, как вы сказали, начался ипотечный кризис, начался, бойкот локаутов и локдаунов городов, а города подчиняются партийному руководству, но не подчиняются Си Цзиньпиню. Именно они топят города в экономической блокаде, ухудшая экономические показатели, то есть фактически выступают против политики Си Цзиньпиня. Идет активная подготовка или его приведут в состояние, когда он будет номинальный. Или согласуют между собой элиты с саксами, как его менять. Здесь внутренняя элита должна решать. Сейчас они будут освобождаться от Си Цзиньпиня, будут давать права уйгурам, потому что саксам конечной целью нужен Урумчи. Повторюсь, кто контролирует Урумчи, тот контролирует мир. Кто контролирует Ватикан, тот контролирует общественное сознание мира, душу мира. То есть в мире, на земном шаре, есть стратегические точки. Тот, кто их контролирует или взял под свой контроль, тот является хозяином мира. Давайте зрителям просто объясним, что Урумчи – это центр Синьцзян-Уйгурского автономного округа, там, где живут уйгуры. Ну, и это рядом мусульмане, да. Это рядом с Афганистаном, это вот с Центральной Азией, рядом с Казахстаном. По большому счету, это центр Евразии, да, контролируя который ты можешь как бы и Россию контролировать, или то, что там сейчас есть, и Китай, а там и Индия недалеко. Россию, Азию и Америку. Да. И Европу. Да. То есть 4 континента ты контролируешь через Урумчи. Вот. И, в принципе, ситуация 1,5-2 года рецессии, она должна создать кризисную ситуацию в Китае. Готова ли китайская элита и китайские ахлократы освободиться от Ватикана? Потому что ежегодно в Китае, с согласия Си Цзиньпиня, 1 миллион китайцев принимает католицизм. Папа Римский летал в Казахстан, встречался с Си Цзиньпинем. В средствах массовой информации сказали, что он не встречался. Один нескромный вопрос. Все видели это фото, где за столом сидел, во главе стола Эрдоган. Но там не было Си Цзиньпиня. Си Цзиньпинь в это время проводил встречу с папой Ватиканом, и поэтому для прессы информацию не дали. Готова ли элита сменить Ватикан, устройство Ватикана на англосаксонский мир? Если элита к этому не готова, то ее пропустят через рецессию, внутреннее разрушение экономики, локальные гражданские войны. Например, живут в Дунгане в Китае 40 миллионов. Это мусульмане, китайцы. Готовы ли они? Внутренняя Монголия Китая есть. Готовы ли они? Есть проблемы между династиями Синь и Цинь. Готовы ли они к этому? То есть я хочу сказать, американцы или саксы, они контролируют все внутреннее устройство Китая. Так же, как и в Иране, достаточно на щелчок все это развалить. Но для этого нужна ключевая вещь. Привести экономическое состояние в худшее положение. Что они делают сейчас с Европой. А для этого нужно 24-26 год. Поэтому за это время они должны решить с Россией, решить с вами и продвигаться дальше. Одно направление – Восток. Другое направление – подготовка Востока, обкладывая Китай. 26-й год – это начало старта децентрализации Китая. То старта 26-й год. Если саксы после 26-го года сдают, то Китай победит в этой борьбе. Китай утопит саксов. И проглотит и Европу с Ватиканом, и саксов. Это тема уже для третьего разговора, потому что... То есть, стойте. То есть Китай угрожает на самом деле и англосаксам, и Ватикану всем вместе?
Да, она Ватикан в себя как губка впитает, она даст ему места в правительстве, в политике, в экономике, но будет исходить из китайских интересов, а не из интересов Ватикана. Как в иранском варианте, то есть монархия Ирана, а шиизм при нем. В данном случае будет китайская сущность, а Ватикан при нем. И английский контроль английских рынков логистики, английских рынков, американского рынка или сфер, которые работают на американский рынок. Это Новая Зеландия, Канада, Австралия и так далее, и так далее. Все это под боком Китая. Япония. Так, есть вопрос. А другой глобус есть вообще в этом мире? Можно от этого всего куда-то К сожалению, свинтить? как ваш один, значит, подписчик написал, Земля-то круглая или плоская, я хочу сказать так. Земля одна, она круглая. Может быть, у этого вашего подписчика она круглая, плоская, не знаю, но она круглая. И она одна, к сожалению. В общем, я скажу так,